Добрый день, уважаемые налогоплательщики, представители государственных органов и журналисты. Мы приветствуем вас на нашей презентации, посвященной цифровизации процедур в рамках национальной стратегии цифровизации. Приветственная речь предоставляется председателю Государственной налоговой службы Абдалиеву Калыл Кушпаровичу. Спасибо. Здравствуйте, уважаемые участники круглого стола. Рад сегодня видеть вас на круглом столе, основной темой которого станет цифровизация процедур учета товаров, импортируемых из стран ЕС, в частности, внедрение информационной системы «Сводный пост». Сегодня сотрудники налоговой службы расскажут о проводимых работах по учету товаров в рамках торговли с государственным членом ЕС при ввозе товаров в Кыргызскую республику. Также вам продемонстрируют в онлайн-формате порядок оформления электронной сопроводительной накладной, заполняемой импортерами при ввозе товаров из стран ЕС. Также на круглом столе будет представлена информация о внедренных и внедряемых проектах фискализации налоговых процедур Smart Salom. Отмечу, что Государственная налоговая служба Кыргызской республики с 1 января 2021 года начала использовать автоматизированную информационную систему «Сводный пост» при учете товаров, ввозимых на территорию Кыргызской республики и стран-членов ЕС. Система «Сводный пост», которая была запущена в тестовом режиме в ноябре 2020 года, работает на пунктах учета товаров близ контрольно-пропускных пунктов, расположенных на кыргызско-казахстанской государственной границе. Импортеры, осуществляющие ввоз товаров на территории Кыргызской республики и стран ЕС, начали оформлять электронные сопроводительные накладные в информационной системе «Сводный пост» или через сервис «Импорт-Салык Кейджи». Система «Сводный пост» является одним из компонентов проекта фискализации налоговых процедур Smart Salom и создана с целью автоматизации процедур учета товаров в рамках торговли с государством членом ЕС, а также борьбы с незаконным перемещением товаров. Применение автоматизированной системы ускорит процесс учета товаров и транспортных средств на внутренних границах, повысит качество и обеспечит обмен данными между заинтересованными государственными органами. Внедрение и запуск информационной системы «Сводный пост» дают свои результаты в сборе налогов и платежей как один из важных проектов фискализации налоговых процедур. Благодаря усиленной работе по выводу бизнеса из тени, анализу и мониторингу всех отраслей экономики, администрированию косвенных налогов в рамках торговли со странами-членами ЕС, а также улучшению налогового администрирования, плановые показатели по налогам по итогам первого квартала перевыполнены. Так, Государственная налоговая служба в первом квартале 2021 года собрала 8 миллиардов 781,2 миллионов сомов страховых взносов. Установленный план выполнен на 102,7% или перевыполнен на 231,2 миллионов сомов. По сравнению с соответствующим периодом 2020 года страховых взносов собрано больше на 750,3 миллионов сомов, или темп роста составило 109,3%. В рамках административных косвенных налогов в рамках ЕС Государственная налоговая служба Кыргызской республики в первом квартале 2021 года обеспечила поступление в бюджет косвенных налогов в сумме 6 миллиардов 754 миллионов сомов. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года показатель больше на 1 миллиард 902 миллионов сомов, или темп роста составил 139,2%. Уважаемые представители бизнеса, самое главное, мы хотели бы послушать и вас тоже, чтобы вы рассказали о проблемах, с которыми вам приходится сталкиваться при ввозе товаров из стран ЕС. И это позволит КНС совместно с другими государственными органами провести необходимые мероприятия с учетом озвученных замечаний и предложений. Будем рады ответить на ваши вопросы, поделиться практическими советами. Все обращения, пожелания и замечания будут зафиксированы для улучшения нашей работы, чтобы вы могли пользоваться налоговыми услугами легко и просто. Спасибо за внимание, желаю плодотворной работы.
Добрый день, участники круглого стола. В продолжение слов Калука Кушпаковича хотелось бы отметить, что в настоящее время проводится активная работа государства по цифровизации экономики, деятельности государственных органов и в целом переход на сервисный подход обслуживания налогоплательщиков, бизнеса. И в рамках этого хотелось бы сказать, что цифровизация, в частности налогового администрирования, является очень важным, актуальным компонентом указанной работы, так как это влияет как на деятельность налогоплательщиков, так и создаст равные условия конкуренции бизнесу, уменьшит человеческий фактор, минимизирует. И, соответственно, подход такой на более электронное взаимодействие государства и бизнеса. Также позволит увеличить доходную часть бюджета, что, конечно, положительно скажется на способности государства выполнять те или иные задачи, в частности, по социальным вопросам. И по указанному вопросу, сводному посту, хотелось бы сказать, что это такой важный вопрос по пресечению неучтенного импорта товаров, что, конечно, негативно отражается на добросовестных субъектах бизнеса. И я думаю, более подробно будет полностью презентован этот вопрос, вопрос-ответы. И хотелось бы также в заключение сказать, что в настоящее время началась работа по разработке новой редакции налогового кодекса. И основными направлениями, которых является поддержка бизнеса, устранение коллизий и пробелов, реализация механизма разрешения споров в случае наличия коллизий и пробелов в пользу налогоплательщика. К сожалению, в настоящее время четкого механизма нету, поэтому это тоже такая большая задача. Работа будет по альтернативным подходам разрешения налоговых споров, на дистанционный переход проведения проверок по вопросам НДС. И в целом хотелось бы, пользуясь случаем, сказать, что вы можете также обращаться со своими предложениями как по в целом налоговому кодексу, так и по вопросам сегодняшней темы, по вопросам ввоза товаров из ЕАЭС и, возможно, вопросов экспорта. И касаясь вопросов ЕАЭС, хочу отметить, что в настоящее время государственными органами, в частности налоговой службой, ведется активная работа по внедрению фискального мониторинга, что отразится на возврате НДС. То есть подход такой, что из тех документов, которые налогоплательщики сдают, из электронных счетов фактур, будет формироваться паспорт товара и будет обмениваться между государственными органами ЕАЭС. Вопрос только на начале разработки, поэтому тоже, если будут вопросы, можете обращаться и в налоговую службу, в Министерство экономики и финансов. Сейчас идет активная фаза обсуждений в рамках ЕАЭС. Спасибо. Я думаю, уже налоговая служба сейчас более детально, конкретно расскажет про внедряемый механизм. Спасибо. Уважаемые налогоплательщики, согласно графика сейчас будет презентация на тему фискализация налоговых процедур Smart Salym. Все вопросы, все ваши замечания, предложения мы учтем, запишем, но просьба будет задавать их согласно графика после кофе-брейк. Это связано с сжатым форматом, что информации очень много, тем для обсуждения много. Если мы сейчас в полемику вступим, то мы многих вещей не успеем. Еще раз повторю, все вопросы будут зафиксированы, каждому будет дан подробный ответ. Налоговая служба проводит в формате круглый стол. Подразумевается, что мы открыты к диалогу. Сейчас слово предоставляется
Презентацию будет проводить заместитель председателя Государственной налоговой службы Шатамиров Куаншбек Талайбекович. Здравствуйте, уважаемые участники круглого стола. Большое спасибо за то, что отозвались на приглашение принять участие в обсуждении актуальной темы на сегодняшний день — запуска ИС «Сводный пост», а также порядка заполнения электронных сопроводительных накладных. Ну и традиционно мы бы хотели доложиться в целом, в рамках чего реализуется сегодняшний проект, в рамках какого проекта, как это все начиналось, каких результатов мы сегодня достигли. В целом, запуск автоматизированной информационной системы «Сводный пост» и электронных сопроводительных накладных реализуется в рамках фискализации налоговых процедур или концепции Smart Salim. Она представляет из себя усиление, автоматизацию либо цифровизацию отдельных процедур. В первую очередь, вы как помните, с прошлого года мы запустили электронные счета фактуры. Потом отдельное направление у нас ведется в части усиления учета товаров, реализуемых посредством контрольно-кассовой техники, электронные товарно-транспортные накладные, на стадии запуска проект по маркировке товаров, контроль движения товаров и автоматизация автозаправочных станций. И на сегодняшний день мы уже достигли основных результатов. Основные компоненты были запущены в июле прошлого года. На сегодняшний день чем мы можем, какими цифрами доложиться? В первую очередь, основу для перехода к фискализации налоговых процедур или цифровизации налогового администрирования была заложена основная в 2019 году, когда был осуществлен основной переход на электронную сдачу налоговых отчетностей. На сегодняшний день услугами кабинета налогоплательщика, посредством которого можно получить различные услуги и сервисы налоговой службы, пользуются около 250 тысяч налогоплательщиков, из которых 40 тысяч — это юридические лица, более 210 тысяч — это физические лица. И около 25 тысяч налогоплательщиков сдают электронную отчетность посредством использования электронной подписи. Как раз таки в числе вот этих 25 тысяч это НДС-плательщики, это субъекты внешнеэкономической деятельности. Часто задают вопросы, почему сервис по заполнению электронных сопроводительных накладных можно войти только с использованием электронной подписи. Ответ здесь: все субъекты, которые и так занимаются внешнеэкономической деятельностью, обязаны сдавать электронную отчетность, и у них на руках уже имеются электронные подписи. Также, как вы помните, в июле прошлого года была запущена система электронные счета фактуры. Очень сложная система, все мы с вами намучились с ней, но это на самом деле такой беспрецедентно масштабный был проект за историю независимости Кыргызской Республики, даже не побоюсь так сказать, в части запуска информационной системы, где такое количество налогоплательщиков, такое количество пользователей одновременно перешли вот в одну информационную систему. Только за первый день работы системы более 3000 налогоплательщиков в ней были зарегистрированы, в ней начали пользоваться. Это только за первый день. И в принципе, многие из вас пользуются системами, знаете то, что регистрация и начало работы в данной системе проходила полностью в дистанционном формате. Налоговая служба по мере возможности пыталась предоставлять учебные материалы, видеоролики, проводила вебинары, опять-таки в дистанционном формате, потому что вот этот период как раз-таки выпал на пандемию коронавирусной инфекции. И в целом на сегодняшний день системой пользуются около 13,5 тысяч налогоплательщиков, это и НДС-плательщики, импортеры, экспортеры. Также допускается добровольная регистрация и использование данной системы. С июля месяца по сегодняшний день было выписано более 5 миллионов счетов фактур, на общую сумму оборота около 600 миллиардов сомов. То есть, в принципе, это и есть наша вот эта основная часть экономики, да, посредством которой мы видим через систему электронные счета фактуры. И на сегодняшний день, точнее, за первые 6 месяцев прошлого года работы системы план по сбору НДС по косвенным налогам, то есть те налоги, которые в основном контролируются электронными счетами и фактурами, был перевыполнен на 2 миллиарда 730 миллионов сомов. Это несмотря на пандемию и спад экономической активности. Также в июле прошлого года был запущен проект по автоматизации автозаправочных станций. Если присутствуют нефтетрейдеры, они знают. Данный проект заключался в первую очередь это автоматизация АЗС и обязательства по использованию электронных товарно-транспортных накладных. Кто работает в системе СФС, знает, там есть отдельная вкладка ЭТТ, но она только для нефтетрейдеров. И на сегодняшний день уже 975 автозаправочных станций перешли на новую систему.
нефтетрейдерами вот этой системе ЭТТН, которая вкладка ЛСФ, было оформлено более 110 тысяч электронных товарно-транспортных накладных. И в результате мы уже наблюдаем определенную положительную динамику. С момента запуска с 1 июля каждый месяц уверенно, стабильно растет объем реализуемого ГСМ через АЗС. Это несмотря на то, что в июле месяце был запущен проект, и там большинство заправочных станций, они, к сожалению, не функционировали, потому что они не успели переоборудоваться. И несмотря на то, что меньшее количество АЗС работали, тем не менее, совокупный объем реализуемых нефтепродуктов все равно как бы рос из месяца в месяц. И на начало текущего года объем реализуемого ГСМ вырос на 130% относительно прошлого года. Да, безусловно, у нас растет количество транспортных средств, растет количество передвижений, но на самом деле цифры, они доказывают, что определенный объем теневой экономики в данной сфере, как бы вот этот проект, он достигает поставленных результатов. Также ведется работа по запуск по модернизации контрольно-кассовых машин. Знаете, были разработаны новые требования, были запущены, внесены в реестр программные контрольно-кассовые машины, или, как их еще называют, виртуально-контрольно-кассовые машины. На сегодняшний день в реестре ККМ имеется 3 решения, на подходе еще 2 решения по программным ККМ. Мы планируем до конца года рынок уже обогатиться возможными решениями. Кто должен, у кого есть обязательство использовать ККМ, как бы может использовать эти новые ККМ виртуально программные, где нет необходимости приобретения дорогостоящей техники. Можно будет установить программу на компьютер, если есть учетная система, либо скачать приложение на телефон и пробивать чеки там. Соответственно, это снижает нагрузку на бизнес по обязательствам использования налогового законодательства в части использования контрольно-кассовой техники. И если ККМ, аппаратная ККМ, стоимость начиналась от 12 тысяч сомов, то сейчас, в принципе, вот этот нулевой порог, да, то есть есть нулевой порог, чтобы войти и использовать ККМ. Конечно, там остается абонплата, но она также находится на уровне использования обычных аппаратных контрольно-кассовых машин. На сегодняшний день сформирован реестр операторов фискальных данных, там уже 11 субъектов, на рассмотрении еще заявки находятся, и реестр вот этих новых контрольно-кассовых машин, там уже 7 решений включено, это и программные, и аппаратные. Ну, мы понимаем, что только ККМ, условия создать и использовать ККМ это одно, с другой стороны необходимо усилить так называемый гражданский контроль, чтобы обычные граждане требовали соблюдения своих законных прав потребителей, чтобы требовали чеки. Изучили международную практику лучшую, и в прошлом году мы совместно с партнером ЗАО «Альфа-Телеком» реализовали проект «Народный контроль». Многие участвовали, кто в курсе, кто не в курсе, объясню. В приложении Мегапэй надо было сканировать кассовые чеки, вы набирали баллы, и ежемесячно был розыгрыш призов. В конце года была разыграна квартира на Иссыкуле, и в принципе за все это время мы по динамике посмотрели, стабильно опять-таки был вызван определенный интерес. В этом году мы также планируем подобные акции запустить с партнерами, ведутся переговоры, и только вот за период проведения с марта месяца прошлого года по ноябрь месяц проводилась акция, было отсканировано более 700 тысяч вот этих самых кассовых чеков. Подобную практику мы планируем также дальше усилить, чтобы определенный народный контроль, как бы, чтобы граждане наши понимали то, что если они получают на руки фискальный чек, значит они знают, что часть оплаченной суммы за работу, товары или услуги, она пошла в бюджет на оплату налогов. Ну и тема сегодняшнего мероприятия также это запуск механизма контроля передвижения товаров, в рамках которого была запущена система АИС «Сводный пост». Работа над ней была начата еще в позапрошлом году в плане выработки концепции. В прошлом году была начата работа по разработке непосредственно автоматизированной информационной системы. И только с начала года в этой системе, с 1 января, было оформлено более 90 тысяч электронных сопроводительных накладных. Система, как вы знаете, она интегрирована с 8 органами, это с Министерством транспорта и дорог, это с погранслужбой, с государственной регистрационной службой, в целях того, чтобы была перепроверка информации, чтобы меньше было количество ошибок. На сегодняшний день произведен учет налогооблагаемых товаров только вот с начала года за 3 месяца на сумму более 60 миллиардов сомов.
Также есть еще необлагаемые поставки, мы не включили. Вот это 60 миллионов сомов, то, что с начала года уже через систему АИС «Водный пост» и электронные сопроводительные накладные уже прошло. И только за первые 3 месяца работы системы по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в принципе, мы можем сравнивать, потому что март относительно активный был в прошлом году. Рост сбора НДС на импорт со стран ЕС вырос на 130% и составил около 1 миллиарда 150 миллионов сомов. Как бы то ни было, очень многие субъекты, мы видим по динамике, сейчас начинают регистрироваться в системе, кто раньше не оформлял сопроводительные накладные, сейчас становится на учет, уже начинают выписывать сопроводительные накладные в электронном формате. И в целом, как я говорил, вот с июля прошлого года основные компоненты были запущены, и какие фактически такие совокупные результаты мы на сегодняшний день уже достигли. Если посмотреть, вот зеленая — это сбор налогов в 2019 году, желтая линия — это в 2020 году. И вот в марте, в апреле месяце пошел спад экономической активности, когда был объявлен карантин, ограничительные меры. И по идее, если по другим статистическим цифрам смотреть, эта цифра она должна была спускаться и на уровне держаться до сентября, в октябре месяце только небольшой пошел подъем. Вместе с тем в июле месяце мы запустили, и пошел такой достаточно наглядный рост сбора налоговых поступлений. Это за 6 месяцев прошлого года до поступления составили факту более 2 миллиардов, около 2,8 миллиардов сомов. Что касательно этого года, только за 3 месяца только за 3 месяца факту прошлого года было собрано налогов больше на 4 миллиарда 658 миллионов сомов. В целом уже вот этот KPI, то есть КПД проектов фискализации, можно оценить в сумму более 7 миллиардов сомов. Ну, проводимые мероприятия, вот это то, что запуск автоматизированных систем, цифровизация определенных внутренних бизнес-процессов не прошла незамеченной со стороны крупных международных партнеров, в том числе рейтинговых агентств, таких как Doing Business. В 2020 году проводился последнее исследование было Doing Business, и там очень много индикаторов, я не помню, там больше 10 индикаторов при определении оценки рейтинга каждого государства. Один из рейтингов, один из критериев — это вот реформы в сфере налогообложения. И там вот международные партнеры оценили наши усилия на 15-7%, рост произошел. И это самый большой рост индикаторов, вообще, который вот был в отдельно взятых отраслях. И если взять вот по сравнению с другими странами, у них какая динамика шла, то здесь Кыргызстан в лидерах на 15-7% рост, признание, оценка и подтверждение тому, то, что мы находимся в правильном направлении, произошло со стороны рейтингового агентства Doing Business. Ну, то, что мы на сегодняшний день реализуем, на самом деле это не наше ноу-хау. Мы взаимодействуем с партнерами по развитию, с международными партнерами, изучили лучшую международную практику, и пытаемся имплементировать здесь, адаптировать те решения, которые успешно зарекомендовали себя в других зарубежных странах. В числе наших основных партнеров это, в первую очередь, это программа развития ООН, которая еще в 2018 году она поддержала намерение госорганов пойти по данному направлению. Она оказала содействие в разработке концепции фискализации. В первую очередь, на сегодняшний день у нас с ПРООНом реализуется проект по разработке аналитической платформы. В числе партнеров хотел бы выделить также Всемирный банк, совместно с которым сегодня мы реализуем большой 5-летний проект по модернизации администрирования, по модернизации системы налогового администрирования. Также, как вы, наверное, из новостей читали, систему маркировки мы реализуем при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации посредством безвозмездной технической помощи. И также у нас на стадии запуска большой проект с Федеральной налоговой службой по развитию системы налогового администрирования. Здесь наши партнеры хотят поделиться с нами вот этими аналитическими инструментами, цифровыми решениями, там, где мы сможем еще больше оптимизировать те процессы, которые на сегодняшний день мы уже начали. Ну и в целом, вот я сказал, то, что у нас есть те партнеры, и совокупно сколько примерно средств из бюджета на это было потрачено, у многих вопросов возникает. На сегодняшний день, если посмотреть на ближайшие 5 лет бюджет, который мы расписали, это и
Всемирный банк, это и Россия. Сейчас ведутся переговоры с Китайской Народной Республикой в части построения большого центра обработки данных, чтобы системы наши работали еще быстрее, еще безотказнее. И в целом, как бы такой фондрайзинг был произведен на сумму более 84 миллионов долларов. И из них только меньше 1% мы планируем взять из бюджета. На сегодняшний день, вот с июля месяца прошлого года, из бюджета было потрачено на эти проекты средств на сумму около 30 миллионов сомов. При этом вот КПД, те цифры и тот результат, о которых мы говорим, он, ну, как бы оправдывает потраченные средства. Ну и еще раз хотел поблагодарить за то, что отозвались, приняли участие на сегодняшнем круглом столе. Кто участвовал в запуске электронных счетов фактур, АСО-АЗС знает, мы пытаемся выстраивать новые каналы коммуникации, создаем группы в WhatsApp, в Telegram по тем или иным системам. В WhatsApp тоже создана группа по сопроводительным накладным. Многие из вас уже в ней. Кто хочет как бы войти, мы сегодня можем дать ссылку, можете там войти, там актуальные вопросы в режиме онлайн. Можете задавать, мы будем отвечать на вопросы. Еще раз всем спасибо. Результативной встречи. Еще раз приветствую, уважаемые участники. Вкратце попытаемся рассказать о системе АИС «Сводный пост», которая была запущена в тестовом режиме, повторюсь, в тестовом режиме 1 ноября и в настоящее время проходит стадию доработки, совершенствования и оптимизации. То есть система не закостенела, мы учтем все ваши пожелания и доработаем вместе с нашими разработчиками. В качестве истории хочу рассказать, что в начале система налоговой службы была довольно несовершенна. То, что было и к чему мы пришли в настоящее время, это очень наглядно. Мы построили современные оснащенные здания вместо размещения на временных вагонах. В настоящее время сводный пост размещен и оснащен всем необходимым оборудованием, к которому привязаны ряд государственных служб. Учет в информационной системе «Сводный пост» начинается с привязки к системе ЕСУВМ, единой системы учета внешней миграции. То есть, если раньше налоговая служба принимала все документы, которые плательщик предоставлял непосредственно из рук налогоплательщика, то теперь контроль осуществляется уже на въезде на границу. То есть государственная пограничная служба в онлайн-режиме передает документы, сканирует и передает документы в единую базу налоговой службы. В этот момент еще налогоплательщик не доехал до системы АИС «Сводный пост», налоговая служба уже владеет информацией. Это направлено на пресечение недобросовестных налогоплательщиков, которые могут воспользоваться недочетами системы. Интеграция с другими информационными системами, помимо подвязки к единой системе учета внешней миграции, контроль по сводному посту, оформление в боевом режиме сопроводительной накладной мы вам продемонстрируем после окончания презентации. То есть каждый налогоплательщик через личный кабинет налогоплательщика в удаленном доступе имеет возможность заполнить электронную сопроводительную накладную и направить в систему. То есть контакт минимизирован и
во многих областях исключен. Получение данных с динамической системы весогабаритного контроля или транспортного контроля, как его еще говорят, подразумевает автоматическое отражение веса транспортного средства, въезжаемого на АИС-сводный пост в системе налоговой службы. Это привязка государственной налоговой службы к транспортному контролю. Ветосанитарный, фитосанитарный и контроль по материалам, переданным в мобильную группу, тоже осуществляется в автоматическом режиме. То есть фиксация выявленного нарушения, формирование актов, все акты автоматизированы, вплоть до решения по итогам работы мобильной группы. Система подразумевает также дополнительные проверки, которые исключат недобросовестный импорт в нашу республику. То есть для автомобильного транспорта учет количества транспортных средств, перешедших границу и оформленных в АИС-сводный пост, строгий контроль транспортного веса с товаром по ДСВК и по сопроводительным данным и по данным ГРС, по весу порожнего транспортного средства, учет воздушного транспорта, это с нашими представителями, уполномоченными органами АО МАМ и ЗАО «Манас Менеджмент». А также для железнодорожного транспорта учет товаров в разрезе налогоплательщиков ПЖД накладным. Система, как вы знаете, подразумевает ввоз товаров по перечню, включенных в минимальный уровень контрольных цен. Если это осуществлялось раньше вручную, то проверка по перечню МУКЦ, причины указания нулевой стоимости и их особый контроль тоже был автоматизирован. Проверка по перечню норм по ввозу товаров для личного пользования. В настоящее время перечень состоит из 204 позиций, которые поставщики и налоговики контролировали вручную. Данная форма контроля тоже была автоматизирована. Получение отсканированных я уже выше сказал. И для подтверждения процедур инструмент для настройки перечня обязательных товаросопроводительных документов для импорта, транзита, временного ввоза, он автоматизирован, но в него возможно вноситься какие-то дополнительные изменения. По итогам своей работы были автоматизированы и можно сформировать в системе следующие отчеты. Ежедневный свод о количестве принятых сопроводительных документов, свод о количестве принятых документов за определенный период, свод по конкретному налогоплательщику, свод о нарушениях с указанием причин, свод о количестве принятых документов за отдельный период. Мы разрабатываем дополнительную фильтрацию по отдельно ввезенным товарам по коду ТНВЭТ, отдельно по социально значимым товарам и отдельно по товарам, попавшим под перечень изъятий. Спасибо за внимание. Сопроводитель накладной в электронном виде на примере конкретного налогоплательщика. Добрый день. Сейчас вы видите наш сайт Государственной налоговой службы.
это раздел «Электронные сервисы». В разделе «Электронные сервисы» вы можете, если зайти, вот здесь наша ссылка, сервис по подаче и сопроводительной накладной в электронном виде. Интернет немного тормозит, но, как вы, надеюсь, знаете, вход в наш электронный сервис возможен через 3 электронные подписи. Первая, которую вы можете приобрести в Достеке, вторая вы можете приобрести в UBR, и третья вы можете приобрести электронную облачную подпись в Центре обслуживания населения. Здесь первоначально хранятся дополнительные материалы для работы с самим сервисом. Руководство пользователя. Потом здесь есть дополнительные материалы, которые необходимы налогоплательщикам, которые ввозят большое количество наименований разных товаров. При переходе на сервис Схен, погромче, пожалуйста. Извините. Так выглядит наш переходная страница на сервис подачи электронных сопроводительных накладных. Переходим. С 15 марта 2021 года Тундук немного усложнил вход, поэтому здесь на данный момент присутствует двухфакторная проверка. Здесь надо отметить то, что войти в систему можно с использованием электронной подписи. Это либо та подпись, которую вы подписываете, получили ее в Достеке, UBR, сдаете свои налоговые отчеты, либо можете получить облачную подпись в госпредприятии Инфоком при ГРС. До конца текущего года у нас компания там бесплатно выдает подписи, и посредством этой подписи вы можете войти через единую систему идентификации. Чем хороша эта подпись? То, что вы получаете ее, сможете войти не только в систему сводный пост, в кабинет налогоплательщика, на портал госуслуг. Это такая универсальная облачная подпись. И вот сейчас вход через единую систему идентификации осуществляется. Там порядок чуть другой, нежели через обычную подпись. Сейчас вот Искен показывает. По единой системе идентификации, по облачным подписям, эта технология, как вы знаете, заработала у нас в стране только с прошлого года. В позапрошлом году у нас были приняты требования к облачным электронным подписям, как раз таки в целях снижения стоимости электронных подписей. Здесь вот Гульнара Тураровна присутствует, она активно данную инициативу продвигала, и госорганы наконец-то пошли навстречу и смогли это реализовать. Система, она пока еще не идеальная, вот это облачные подписи, в части того, что она идет постоянно ее доработка. Конечно, такие токены, бухгалтера знают, они немножко чуть стабильнее работают, чем облачные подписи. Так, вот здесь вы можете обратить внимание на два вида сопроводительных накладных. Это форма сопроводительной накладной STI 150. Это для импортеров, которые импортируют товар из государств-членов ЕС для предпринимательских целей. И есть сопроводительная накладная формы STI 151. Она используется налогоплательщиками, которые оказывают услуги по перевозке определенных товаров из государств-членов ЕС. Здесь, как вы видите, в форме STI 150 довольно простая панель. Здесь вы можете задать период по поиску ваших сопроводительных накладных, пин-код, статус и номер накладной. Но для того, чтобы
подать в налоговую службу, необходимо первоначально создать ее. Создаете. Ага. Первые 4 графы, которые сверху показываются, они полностью автоматические. То есть налогоплательщик не обязан их заполнять, и они, по сути, даже закрытые. Первоначально вы указываете вид поставки. Это может быть импорт, давальческое сырье, либо временный ввоз. Давайте выберем импорт. Вид транспорта. Если вы перевозите через аэропорты, авто — это если вы через пограничные пункты, и ЖД по железнодорожным станциям. Давайте выберем авто. Тип груза. Товары для коммерческого использования, товары для личного пользования, возврат экспорта. В данный момент мы выбираем товары для коммерческого использования. ИНН налогоплательщика при входе здесь ставится автоматически, однако дальше идет проверка из базы данных налоговой службы. Обязательно необходимо забивать номер телефона. Дальше заполняем БИН или ИНН отправителя, точнее вашего поставщика. Ой, английский. Ой, так, вот. Допустим, 77777. Наименование отправителя. ОСО. НС. Страна отправителя. Беларусь. Здесь мы заполняем марку АТС, то есть машину, на которой импортируется товар. Ну, допустим, DAF. Потом госномер этого автотранспортного средства. Если есть прицеп, госномер прицепа обязательно. В случае, если по дороге произошла авария и товар перевезли на другую машину, то вот здесь справа есть дополнительные графы, которые вы можете заполнить. Далее, страна регистрации автотранспортного средства. Мы выбираем так. И здесь общий вес товаров. Далее мы сохраняем. И переходим ко второй части заполнения сопроводительной накладной. Здесь вкладка называется «Товары и транспортные средства». Заходите во вкладку «Добавить новую строку» и вводите код ТНВЭД. Он здесь по перечню, так что можете выбирать довольно просто. Допустим, ГСМ. Если товар попадает под перечень МУКЦ, здесь обязательно выходит напоминание, что данный товар является в перечень минимального контроля, уровня контроля цен. Но так как данный товар по коду ТНВЭД не подходит, он не вышел. Ставим единицу измерения. Так. Не хочет. Краткое. Там? Не. Так. Ага. Выбираем. Тонна. Выбрали. Далее прописываем количество товара. 6. Вес товара. И цену за единицу. Обязательно необходимо выбрать валюту, в какую приобрели данный товар. Мы приобрели его, допустим, в долларах. И цену за единицу товара.
Далее жмем «Сохранить и закрыть». И так вы добавили товар. Далее вы переходите во вкладку в номера вагонов и товаросопроводительные документы. Здесь мы заполняем товаросопроводительные документы, выбираем вид. Обычно это является счет-фактура. Прописываем номер документа и дату выписки. Сохранить, закрыть. Когда вы провели все эти манипуляции, здесь есть специальная кнопка «Проверить». Проверка по правильности заполнения. Видите, как он пишет, выполнено успешно, ошибок нет. После проверки здесь есть кнопка «Отправить», и после отправки он говорит: документ успешно подан на оформление. После этого момента вы можете его распечатать в 2 экземплярах для предоставления на пункте учета товаров. В случае, если вы обнаружили какую-то ошибку, которая была не замечена ранее, вы можете этот документ, пока он не прошел оформление на пункте учета товаров, аннулировать. Собственно, все. По статусам документа расскажи, пожалуйста, вкратце. Какие статусы и что они свидетельствуют? Статусов у нас несколько. Первый статус — это «сохранен». Вот здесь, если вы увидите вот эту графу, это статус. Первоначально, чтобы для удобства налогоплательщика, мы сделали так, чтобы он мог его заполнить, сопроводительную накладную, сохранить ее здесь, но не подавать. Поэтому статус будет сохранен и виден только налогоплательщику у себя в кабинете. После проверки статус меняется на статус «проверен». После него, после отправки, он будет переведен на статус «подан». И в самом конце, при оформлении, он должен пройти статус «принят» в налоговой службе, а после «оформлен». Только после того, как статус налогосопроводительной накладной будет оформлен, она будет являться уже оформленная в системе и будет доступна и налоговым органам, и самому налогоплательщику. Здравствуйте, уважаемые участники. Мы члены Ассоциации поставщиков, непосредственно налогоплательщики, мы заполняем вот эту электронную сопроводительную. Как вы заметили, как мы видели в презентации, сам формат сопроводительного он тяжелый. Вот мы хотели предложить, чтобы вы его облегчили и оптимизировали. То есть на момент въезда машины вот эти данные на наше усмотрение, мне кажется, они не имеют ценности, так как сотрудник налоговой службы, он проверяет просто вес и, то есть сумму товара, ну общую сумму инвойса товара. А у нас получается, мы должны забивать каждый товар построчно, за единицу товара указывать вес товара и стоимость товара. То есть нам кажется, это все тяжело, и выходит, что при заполнении, то есть если в инвойсе 40 и более наименований, то выходит 2 или более страниц. И мы не можем понять, зачем усложнять вот эту процедуру, когда можно указать просто общий вес товара и общую стоимость инвойса и подать. То есть это будет, мне кажется, облегчить работу всех наших налогоплательщиков и самой налоговой службы. То есть не надо будет заполнять все вот эти графы, указывать за каждую стоимость отдельную, то есть отдельную стоимость продукта, и то есть облегчить нам вот эту форму заполнения сопроводительной накладной. И еще насчет МКЦ мы не понимаем, то есть получается во время подачи сотрудник налоговой службы он не сможет там проконтролировать уплату или заниженную стоимость, так как мы во время подачи заявления о уплате косвенных налогов все эти моменты проверяются. Нам нашим усмотрением предлагаем просто убрать эту графу, и то есть она там, мне кажется, не имеет ценности для оформления. Все, спасибо за внимание. Если можно будет, я отвечу. Искандер Расулков, зампредседателя Госналоговой. Во-первых, почему мы по наименованиям товаров просим? Почему? Потому что в дальнейшем при реализации вы так или иначе заполняете электронную счет-фактуру.
А там тоже вы же не можете, что общим валом, допустим, я продаю от вас, допустим, некой фирме 40 наименований товаров и вы на выход, да? Почему? Потому что это все-таки же должен идти учет товара по наименованиям. Так же, как и, допустим, из третьих стран, когда вы завозите, ГТД заполняется по каждому виду товара. Если даже на, допустим, несколько видов товаров вы импортируете, по каждому вы добавочный лист, и по нему учет идет. Это первое. Второе, даже если у вас будет, допустим, розничная сеть, через ККМ реализация, там тоже надо будет как бы выводить из своего остатка этот вид товара. А как вы будете, если вы большим валом завезли количеством, да, допустим, ну, машина условно 40 тонн, да, товаров привезла, 10 наименований по 4 тонны каждого вида, да, допустим. И он по коду ТНВ вошел в ваш виртуальный склад, так называемый. И потом посредством СФ либо ККМ онлайн будет выводиться, и в конце у вас как бы будет товарный баланс идти. Ну, это как бы в целом. Я дополню. Уважаемые предприниматели, мне кажется, на самом деле мы должны вообще-то упрощать саму систему оформления сопроводительных накладных. Разумеется, безусловно, что должно быть упрощенное, практичное. Все должно быть очень быстро, оперативно, легко и точно. Что касается вот последующего оформления, тоже Сенгадыевич напомнил, что по СФ есть вопросы, вы сами понимаете. И потом на практике мы, к сожалению, по недобросовестным налогоплательщикам мы сталкиваемся с теми процессами, тогда, когда под лозунгом, под статусом, что комбинированный товар, в одной же машине может быть несколько владельцев, вот тут уже идет у нас, честно говоря, недобросовестное отношение самого плательщика, и это создает напряжение в выполнении обеспечения контрольной функции ГНС. Мы же должны сбалансированно смотреть. Должно быть просто, точно, легко для предпринимателей, но это должно быть прозрачно, открыто для государственных органов, в том числе ГНС. Что касается по МУКС, вы же знаете, что МУКС не просто так, не просто вместе, кстати, к чему, почему, и вы знаете, почему это появилось, сам процесс, процедура применения МУКС. Мы же сталкивались на практике, к сожалению, что пшеница стоит 38 копеек. Как смотрите на это? Ну, один из примеров. Оформляется, как будто пшеницы завезли и хотят платить, уважаемые наши плательщики, из стоимости, что килограмм стоит 38 копеек. Мы-то знаем, что это вот из-за этих элементарных, но очень грубых отношений недобросовестных налогоплательщиков государство, в том числе государственная налоговая служба, обязана и применять МУКС. Пожалуйста, может брать за копейку пшеницу, но платите, исходя из установленной нормы МУКС, ну, скажем, где-то 12 или 15 сомов. Вы же знаете. И это все процедуры, чтобы одновременно мы оформили, все она должна быть прозрачна для государства и для предпринимателя. Ну, МУКС мы хотим сейчас убивать в одном сопроводительном накладном, в самом процессе оформления сопроводительных накладных. Я понимаю, дело новое, дело государственное. Мы можем иметь какие-то недочеты, упущения в работе, так как мы только-только ведем этот вопрос. Поэтому мы собрались здесь учитывать ваши предложения, замечания. Пожалуйста, вместе. Вы озвучиваете только проблемы, дайте, пожалуйста, предложение, как его решить с точки зрения предпринимателя, с точки зрения с ГНС. Пожалуйста. Вот МУКС, без МУКС, вот можно обратно, да, уважаемый предприниматель? Вы можете ваше мнение выразить, того, что вопрос-ответа было. Вы хотите, чтобы МУКС мы вообще не применяли? Или не оформляли при оформлении сопроводительных накладных? Нет, извиняюсь, скорее всего, неправильно выразился или неправильно поняли. Проблема в том, что сопроводительная накладная – это же просто документ регистрации проезда транспорта. А то, что там в электронный склад завозим и то есть оплачиваем налоги, это после въезда транспорта, как предприниматели подают заявление о уплате косвенных налогов. В этом заявлении указаны
то есть вся информация необходимая. Это таблица товаров, цена за килограмм, за единицу. То есть мы дублируем эти факторы. То есть сопроводительная накладная дублирует заявление о уплате косвенных налогов. А получается, нам это как-то очень тяжело, потому что 2 раза Для того, подаем чтобы одни и те же данные. Мой стаж работы в налоговых органах 31 год. Многие из нас не знают, что я вот практик, я хочу каждое слово, каждую точку запятых учесть при тем более внедрении таких процедур фискализации. Делать все возможное и невозможное, ну, с учетом, что недочетов и так далее, но бизнес должен соответственно отвечать, что выходить с тени. Деятельность бизнеса и ГНС, она должна быть сбалансирована, открыто, прозрачна для общества. Мы же этого хотим. Правильно? Никто не хочет задерживать машин на постах, тем более мы знаем, что время для бизнеса это очень дороже денег. Да и для налоговой службы. Наши сотрудники, вы понимаете, получают 1 из 1500 сомов, рядовой инспектор. Мы его командировочно не платим, это что стоит на постах. Мы им подъемные или какие-то вахтовые доплаты не оплачиваем, к сожалению. И плюс идет звание, стаж работы и так далее. Надо понять и суть и сущность работы самой налоговой службы. Но это МУКУСы все-таки я считаю, что мое, правда, личное мнение, что мы должны МУКУСы применять и обозначить в документах оформления сопроводительных с самого начала. Чтобы обратно двойны, чтобы не было. Слово дублирование я принимаю, оно так имеет место. При сопроводительных документах мы должны учесть МУКУСы, и, соответственно, в отчетах и в начислениях. Пожалуйста. Я приветствую всех участников. Большое спасибо за приглашение. Гульнара Ускинбаева, Ассоциация поставщиков. Вот я специально привела и наших членов, представителей, да, те, кто заполняет, и письменно передала наши замечания. На самом деле мы понимаем, что надо все вот это вот и платить, мы и платим налоги. Другое дело, что надо это сделать так, чтобы как раз-таки добросовестный налогоплательщик мог бы своему недобросовестному другу, да, вот, или родственнику сказать: ну вот смотри, вот очень легко, просто сделал, да, заплатил, и никаких претензий потом нету. Понимаете, вот это наша задача. А тут, получается, действительно, с одной стороны, идет дублирование информации. Ладно, когда это было в бумажном формате, а сейчас это же в электронном формате, тогда оно должно как-то переходить, чтобы Бирджолу заполнил, пусть, например, на сводном посту, но тогда уже заявление везде-везде оно должно переходить, а не заполнять повторно. Мы же уже несколько раз поднимали этот вопрос. Вот и с Кубанычем, вот Минэконом мы это объясняли, ну вот обсуждали, что это будет внесено, ну и в новый налоговый кодекс. Я думаю, вот это упрощение администрирования мы учтем. Но здесь еще вот такие моменты есть, вот с чем столкнулись. Они тоже довольно редко. Вот при презентации я слышала обратить внимание на вот эти нулевые, да, когда вот по нулю переходят товары. Но вот наши некоторые предприниматели, это не очень частый случай, но он имеет место быть, когда мы закупаем технику, да, например, вот что имеет гарантийный срок. Получается, вот вы купили какой-то ну, пусть компьютер, да, болсо, да. Он, если наступил гарантийный случай, мы его высылаем обратно же поставщику, ну, чтобы он поменял. Он меняет, там, или новый высылает взамен, там, есть же гарантийные случаи. И тогда по нулю к тебе заходит опять вот этот гарантийный случай. Может быть, это тоже как-то предусмотреть, потому что это тоже моменты есть, что по нулю ушел, по нулю пришел. Сейчас вынуждены ставить бирсом, а потом у налоговиков возникает вопрос: был мне деген бирсом, да? Ну вот, понимаете, чисто на таком вот уровне даже возникают вот эти моменты. Потом, ну вот по комплексным вот этим накладным тоже уже сказали. Мы, как налогоплательщики, мы не можем диктовать транспортной компании: ты меня с этим или с тем, ну в одну машину не ложи, да? Тут вот тоже надо как-то, ну все-таки, чтобы добросовестный
мог оформить свой груз и забрать, да, а не не ждать, пока вся машина очистится. К сожалению, сейчас довольно часто возникает. Это, просто учесть, да, то есть такие моменты. Еще вот очень просили наши, да, вот как есть же, мы копируем там какие-то отчеты, да, там вот, информацию. Откровенно говоря, вот наши поставщики, они же работают с определенным кругом, товаров. Редко бывает, да, что мы и пшеницу, там, и мыломойку, и там продукты питания, там сахар или еще что-то завозим, каждый раз разный. Всегда ты работаешь с каким-то пулом поставщиков, да, производителей из России или из Казахстана. И получается, товары, в основном приходят, одни и те же, да, чуть-чуть меняется количество, чуть-чуть меняются какие-то строчки, но в целом одно и то же. Вот как-то вот возможность копировать, я не говорю вот за крупный бизнес, который может у себя в системе что-то там разработать, и свои программисты есть, а вот за малый и средний бизнес, чтобы вот мы завозим там, например, одно и то же, раз скопировали, чуть-чуть подправили, да, и заново провели, это будет просто быстрее. То есть вот мы вот эти все технические какие-то нюансы, вот как Чингис сказал, да, она не закостенела, то есть это не то чтобы там критика, да, а вот именно какие-то улучшения, чтобы сделать более дружелюбные, да, как сказать, использование, более дружелюбное программное обеспечение, чтобы мы действительно могли его рекламировать. Да нет, вот смотри, тут легко, вот тут скопировал, вот тут поставил, нажал, окей, и пошло. Спасибо. Спасибо, Ильнара Тураровна. Мы знаем вас как активиста. Всегда проблемы, вопросы вы. От вас вот предложение поступает, мы все это учитываем, не просто так. Вот еще продолжение нашей дискуссии хотел бы сказать, что за первый квартал, в течение первого квартала в мобильной группе было передано 453 материалов. 453, я думаю, это очень огромное количество. Сказать, что не знает бизнес, я не могу сказать. Что помешала, допустим, фискализация, что автоматизация, что и бумажный отчет тоже нет. Нет, намеренное укрытие. Культурно скажу, намерение укрытия, сокрытие налогов. Вот это меня просто удивляет. Мы идем шаг за шагом, чтобы создать благоприятные условия для бизнеса, при этом бизнес нам соответственно должен. Скажем так, мы ждем, чтобы ответа бизнеса, что все-таки выход с теней. Что касается вот то, что вы сказали, вообще партнерское отношение, я вот в 92 году я припоминаю, что когда мы НДС ввели, что такое НДС? Что такое НДС? По сущности я тогда понимал, что это означает партнерское отношение между предпринимателями. То есть, чтобы ты получил зачет, у тебя поставщик и получатель должен быть добросовестным, правильно? Как только в цепочке кто-то нарушит, второй пострадает от недобросовестного бизнеса. То же самое, в комбинированный товар тоже придумано не просто так. Именно в этих товарах в одной машине находится 4 хозяева своим товаром. Как вы сказали, 2 добросовестные, а 2, к сожалению, недобросовестные. Добросовестных 2 отпускать, 2 содержать, нам придется осматривать это. Правильно, мы досмотр не делаем, но налоговая служба на посту проводит мероприятия, контрольные мероприятия, к сожалению. Когда отчет плюс. Что касается то, что есть, то скажем, 60 дней на справка на проведение импортных операций, мое мнение, конечно, было другое, 30 дней, пускай 60 дней, потому что это общие правила участников государств ЕС. Но проходя 60 дней, 61 дней, предприниматели проходят налоговую службу, требуют еще второй срок, допустим, 60 дней справочку. А по прошедшим отчет не представляет, начисление не происходит, соответственно, уплата тоже не происходит. К сожалению, это имеет даже город Бишкек, даже в Аламединском районе. Я бы призывал, что плательщиков 60 дней. Это немалый срок.
провел операцию, пожалуйста, на здоровье, сдал отчет, оплатил налоги, получай еще следующая справочка без проблем, без никаких. Даже не приходя в налоговую, да? Не посещая, даже единого окна налоговой, получаете справочку. Но, к сожалению, у нас вот таких моментов очень много. Но я не хочу кого-то винить, конкретный факт имеется, кому это касается. Что касается наших партнерских отношений, уважаемыми коллегами Казахстана, Комитет госдоходов Казахстана, вы знаете, что с 10 сентября по 10 марта у нас был запущен пилотный проект по навешиванию навигационных пломб. Очень острое у нас обсуждение было. Изначально это как бы предполагалось, чтобы эта навигационная пломба будет стоимость будет оплачена со стороны бизнеса, то есть вами, то ли в другом случае бюджета, то есть со стороны ГНС. Все это мы исключили, мы провели определенные переговоры успешно. Таким образом, сегодня навигационная пломба не оплачивается ни бизнесом, ни бюджетом Кыргызстана. То есть это происходит за счет средств казахской стороны. Что у нас получается? Следуя товар по, ну, скажем, по направлению Российской Федерации, товар где-то остается в Казахстане. Имеется, я по конкретным фактам могу сказать. Ну, заходит на территорию Казахстана машина с ТНП товаром, выходит из Казахстана в Российскую Федерацию продуктом питания. Многие пункт назначения Российской Федерации остаются в Казахстане. Вот таких фактов более 61 факта. Каждый факт, честно говоря, нарушает нашу, скажем, репутацию, имидж, как налоговой Кыргызстана, так и бизнес-общества. Поэтому партнерские отношения, здесь же присутствуют у нас не только и сами бизнесмены, и бухгалтера, но и ассоциации, профсоюзы, правильно? Поэтому внутри, мне кажется, ассоциации надо проводить соответствующую работу, по крайней мере, разъяснительную. И то, что у нас вот сейчас, мне кажется, вот мы посмотрели, вот сейчас я озвучу про декларационную кампанию. Вы помните, что прошлый год, 1 июля, когда мы запустили электронный счет фактуры, то за один день у нас было зарегистрировано более 3000 плательщиков. Ну, тогда было со стороны общества еще и критика, что ГНС не готов, программа ГНС не готова и тому прочее. Как вы представляете, за один день программа проводит регистрацию более 3000 плательщиков. Это в онлайн-режиме, это, я думаю, не просто так. А у нас плательщиков НДС по Кыргызстану насчитывается около 9700, 9800. Плюс вокруг 4000 импортеров и экспортеров. Итого у нас получается 13500, которые сейчас уже работают в этом режиме. Электронный счет фактура, все компоненты фискализации, она будет потом проводиться у нас как прослеживаемость, анализ, да? Потом все это будет не ручная работа. В последующем, когда мы дойдем, освоим, внедрим все компоненты фискализации, тогда у нас получается, мы в общем можем в перспективу уходить от контрольных мероприятий, так называемых плановых проверок. Зачем плановая проверка, когда мы бизнес видим в каждом процессе, бизнес-процессе, в онлайн-режиме? Отпадет, само собой, необходимость проведения проверок, правильно? Чего хотим, от этого хотим. Вообще налоговая служба, в моем понимании, в перспективе уходит от всех контрольных функций, переходит на сервисное обслуживание. У нас честное партнерское отношение государства и бизнес. Мы к этому стремимся. По ходу где-то недочет упущения, еще раз я скажу, что имеется, я это признаю как руководитель, но мы его хотим на самом деле сразу снять эту проблему благодаря вашей помощи и предлагаемые замечания и предложения, и будем развивать и внедрять это. Я думаю, что то, что вы озвучили на презентации, вот 2 миллиарда 730 во втором полугодии, когда период пандемии, это о чем-то говорит, да? Несмотря что у нас какое состояние экономики и какая ситуация с пандемией была во втором полугодии прошлого года, с соответствующим периодом, когда пандемии не было во втором полугодии 2019 года, мы 2 миллиарда 730 миллионов больше обеспечили, мы с вами вместе. Бюджет я имею в виду.
Пожалуйста. Можно у меня, Кулкулаш, последний, может быть, последний вопрос, да? Предоставим, потому что у нас по графику. Нет, мы после кофе-брейка продолжим вопрос. Куант Алабек, давайте, все-таки я председатель, поэтому я прошу, что до последнего вопроса. До кофе-брейка. Пока активный. После кофе-брейка не захочется вопросы задавать. И отвечать, я же знаю. Поэтому все вопросы, ну, я понимаю, сейчас журналист нас снимает, но мы хотим быть очень корректными, но при этом мы должны быть прозрачным, открытым. Я лично хочу выслушать все вопросы, особенно проблемы, критику, и над ним поработать. И выслушать ваши же предложения. Пожалуйста. Представьтесь, пожалуйста. Мен рұқсат болса мемлекеттік тілде берейін сұрауны. Компания Құлуке, Бишкек Металл Трейд, екі компанияның өкілімін. Азырқы оларды оғатып жақшыда цифровизацияға мен оғы тұрса көңіл толчудай. Бірақ практика жүзіне келгенде кішіне башқачарақ болып қалады. Мен сізге наглядный деп қойдым ба, көрсетіп алып келдім нелі де. Біз айтып отырмыз цифровизация деп. Бірақ практика жүзінде тақыр башқача болып қалады. Менің қолымда азыр кечеөнкү келген 3 вагон бар да. Мысалы, біз темір жолы менен алабыз. 3 вагонға мұнша қағаз қап топтойм. Мен көрсетіп берсем болады. Бұл бірінші справка. Бұл справкасы болбойды. Хотя бұл деген электрондық түрде да турабы. Бірақ мен деген мұны қағаз түрінде алып барам. Сопроводилканы сөз түрде шығарышым керек. Екіні бұл да қағаз болу. Андан шығар мен сопроводилканың жыдынықын алып барам. Екі түрі менен. Анан счет фактураны. Біз айтып отырмыз, соға цифровизация. Бірақ шын нақтасына келгенде ушунча қағаз менен мұнсыз біздің вагондар жылбайды. Тұрады. Біз, сіз айтып отырсыз, соға біз шынында эле көп қаражатқа, мысалы біздікі 3 ай болды, 3 айдан бері қат жазып қайрылып аттық. Қатыбыз тұрады. Мариповқа чейин премьер-министрге чейин жазғанбыз. Чара көріп бергилечи. Азыркы мен ойлойм силер кичине дагы кечигип калды. Муну эртерээк болгондо балким жакшы болот беле да. Биз катты 17-синде жаздык. Марттын 3-үндө жоопту араң алдык да. Бул жерде дагы премьер-министрдин Минэкономиканын кат жүзүндө бизге жооп берди. Биякта эч кандай контакт жок дейт. Эгерде мен орусчасын окуп бермекмин, бирок убактылыңарды албайын деп атам да. Бирок ошондой менен эле бирге мындай болуп атат да, биздики кагаз түрүндө да иштеп атабыз. Кагаз түрүндө көтөрүп алып барбасаң, эч нерсе чечилбейт. Вагоның жылбайт. Электрондон киргизип койдуң. Суроо болот экен да, электрондуктун кереги барбы, эгерде момча кагаз көтөрүп алып жүрсөк? Бул азыркы менен кечээкү азыркы вагондорум бүгүн жаңы кирди да. Азыр дагы вагондорум турат. Алар жылбайт. Бул биринчисинен, анан бул электрондук справкаларды мен ойлойм, бул балдардын күнөөсү эмес. Көбүнчө архивтерде болот экен да. Балдарды деле түшүнсө болот. 11 000 сом зарплатасы алса, момча кагазды алып чыгара алабы мисалы. Биздики 40тан ашык фирма Аламединде. Анын айлыгын өзүнүн эсебинен кагаз чыгармак беле, чыгара албайт да сөзсүз түрдө. Бул экинчи суроомда мен суранат элем, шарт түзүп берсеңер. Шарт түзүп берсеңер жакшыраак болсо, иштегенге жакшы болот эле. Биз даярбыз. Биз буга чейин 20 жылдан бери иштешип келатабыз. Бирок бизге бул акыркы 3 ай өтө мындай татаалдар айлардын биринен болуп калды да. Ал бул эме менен дагы байланыштуу болот. Жол менен. Станция Аламедин ар жакта пост бар, бер жакта жок. Бер жакта көбүнчөсү вагондор ошол жакка келет да, ошол жерден кетет. Биз бир күндө эртең менен түштөн кийин келип калса, эртең менен түштөн кийин барган жерибиз 4-8 чакырым басабыз да, бир жакка. Ошондо бир вагонго 10 километрден барып атабыз. 10 километрди жүргөн жолубуздун абалын көрсөңүз, эми өтө оор абалда да жол. Мен силерге эме болбосун деп мындай наглядный болсун деп кичине сүрөткө да тарта келдим эле деп, жолубуздун абалын депчи. Ушундай жол менен жүрөбүз. Эмне үчүн? Бир эле печать урдуруш үчүн да, ушу кагаздарды көтөрүп барып, анан кайра келиш үчүн. Анан бизге таң калыштуу болуп атат да, электрон бардык электронду вроде. А бирок ушуну баардыгын көтөрүп алып, анан чуркап жүрөбүз. Мен рахмат, урматтуу ишкер. Мен уктум.
сөзсүз биз анын иш аракетин жасайбыз. Бирок сизден дагы көп нерсеге көз карандым. Мен кошумча сизге мындай встречный вопрос берейинчи. Буга чейин кандай эле? Ушуну айтып бересизби? Фискализация киргичен кайсы документтерди толтурат элеңиз? Кайсы жол менен жүрчүңүз? Ошол эле жол менен жүрчүңүз да. Эми салык кызматы биз жолуңду албайт экенбиз, бирок конечно биз сунуш бере алабыз. Жок, биз жол менен жүрөбүз. Буга чейин фискализацияга чейин кайсы документтерди толтурчусуз? Фискализация деген кайсы документтерди толтуруп атасыз? Эмне шартыңыз жеңилдедиби же оорлоштубу? Ошону айтып берсеңиз. Бизге оорлошту. Эмнеге дегенде бизде темир жолдо мен да азыр заявленияны да көтөрө келгем. Биз буга чейин заявление менен иштеп келатканбыз да. Темир жолунда мурда мындай болчу да, темир жолунда журнал турчу, налогодон журнал турчу. Вагон келди, ошол эки вагонду сразу журнал, кызыл журналга киргизип койчубуз. Бүттү. Ошондон кийин биз деген справкага дагы, сопроводилкага да чуркачу эмеспиз. Биз ошол эки менен вагондорубузду киргизишибиз дагынан кийин отчетубузду бергенде бул жерге бардыгын тиркеп берчүбүз. Сопроводилканыкын, бардыгыныкын. Анан эми биз эмне менен иштечүбүз? Биз дагы, силер дагы бардыгыбыз мен темир жолунукун айтып атам. Машиникин айткан жокмун да. Темир жолу дагы, силер дагы, биз мореки сопроводилкага байланабыз. Темир жолунукуна. Темир жолунукунда бардык маалыматтар бар. ТМД коду бар. Вагондун номери бар. Идентификационный номерлери бар. Информация биякта менимче буга караганда көбүрөөк да. Биз ушу менен иштеп келатканбыз. Мен маалымат айтып кетейин, урматтуу бизнес өкүлдөрү. ЖД транспортта, ошол темир жолунда транспортта салык кызматынын пункт учетасы, пунктучу, эми пост деп коеюн мындай айтканда. Салык посту бул сентябрь айында гана пайда болду. Былтыркы жылы сентябрь айында. Ага чейин ЖД транспортта салык кызматынын посту болгон эмес. Кайсы журналда айтып атасыз? Видимо, сиз сентябрдын бирагын айтып атасыз го дейм. Сентябрдан январга чейинки периодду туурабы? Ага чейин таптакыр болгон эмес. Жана мен айткан 2 миллиард 730 каяктан түшүп атат. Эми сизди мен ак ниет ишкер катарында билем. Бирок тилекке каршы ак ниет эмес ишкерлер дагы толтура экен. Алар ЖД транспортто вагон алып келет, ошонун стоимостун көрсөтпөйт, мукусуну менен применять эткенге туура келет. Еще биз жанакы текшерүү иштерин жүргүзүп атабыз да. Эми албетте алар үчүн сиз жооп бербейсиз, бирок биз шартты бирдей түзүшүбүз керек. Мен айтып атпаймынбы? Ушул январдан ишке ашты. Ноябрдан баштап пилотный режим катарында сводный пост жүргүзүлүп атат. Албетте кемчилиги болот. Биринчи күндө шаар эткенде эле биз бүт бардыгын жогорку деңгээлде аткарабыз дегенден алыспын. Мындай реалдуу караш керек да. Мына ошон үчүн круглый столду мына бир эмес улам өткөрүп атабыз. Эми рабочий режимде дагычы. Ошого келгиле, жардам бергиле. Кандай шарт кылайлы? Ошол документтердин эмнесин каягын кыскартайлы? Тилекке каршы ошол биздин фискализациябыз жумушка өтүп атканда какой-то периодко, кандайдыр бир мөөнөткө и бумажный, электронный вариант менен сопровождать этип барбасак, биз бюджетке миллиардтар түшпөй калышы мүмкүн. Ушунда туура түшүнсөңүздөр. Мен бардыгы айткан сөзүңүз бардыгын мен эсепке алдым. Протокол жүрүп атат. Бардыгын дагы бир жолу биз алгоритмди по часам, по дням мен карап чыгам, жеке өзүм төрага катарында убакыт табам. Анан керек болсо дагы учурашып кездешебиз. Бүгүн ошол сунуштарды берсеңиз. Дагы бир жолу айтайын. Эгерде сиз добросовестный бизнесмен болсоңуз, сизге по-моему проблема жок да. Негизичи сиздерге чында биз мөөнөтүн, шартын биз жеңилдетип беришибиз керек. Туура, сиз баягы жаман жолдо улам бир печат үчүн тияка бияка чуркап атам деп атпайсызбы? Ошодон алыстайлы. Ошол эле форматка бүгүнкү презентация болгонго кандай сунушту бересиз? Ошол ЖД транспортто. Кстати, ошол сентябрь айынан баштап биз аэропорт Манаста, Ошто биз салык постун койдук да. Мен просто айтарым, бардык ишкерлер үчүн Кыргызстанда мамлекет бирдей шарт түзүп бериш керек. Мен айтарым, bizde автотранспорт менен, машина менен груз алып келесин, пост турат, учет турат, контролдойт, бирок ЖД менен транспортта салык кызматынын посту таптакыр жок болчу да. Бизге ЖД дирекция тиги бизге сообщение берчү, могу ишкер моунча маалымат, анын кандай десем, достоверности, обоснованиясы бул бир топ маселелерди жаратылган. Ошол себептен мына биз 2 миллиард 700 ошол учетту койгон үчүн biz көбөйтүп атабыз. Дагы айтайын, бул биздин алгачкы кадам. Мына бир квартал иштедик. Толтура кемчиликтер бар экенин көрүп атабыз. Сиздерди угуп атабыз. Эми чогуу келгиле, чогуу чечейли. Рахмат сизге.
Анан Пожалуйста, бир подробнее нерсени айтпайсыңыз? кошумчалап кетейин, эгерде жанагы постту туруп атпайбы? Сураныч эле ошо постко жакшы шарт түзүп берсеңер балдарга. Анткени биз алар менен күнүгө иштешип атабыз, балдардын шартын көрүп атабыз да. Чындыгында эле шарты жок. Мисалы мен Аламидин постунукун айтат элем да. Мен анткени алар менен күнүгө иштешем, ошол жерге шарт түзүп берсеңер. Эми мамлекеттик салык кызматынын мындай содержаниясы мен бул көп эмес да. Биз ушу айлыкка мен премиальный матпомощь, жанакы командировочный, вахтовый дегендей доплаталар каралган эмес. Биз аны өкмөт тарабынан карап ишке ашырып атабыз. Бирок ошол убакта эле ишти чу дегенде жумушту баштадык. Анан ошол сиз айткандай айлык көтөрүү маселеси, условия, ошол жерге содержанияга акча эч кандай акча бөлүнгөн жок. Салык кызматы бүгүнкү мүмкүнчүлүгүн чегинде ошону аткарып атат. Даже кошумча штат алган жокмун. Башка делдерди кыскартып, ошо постко алып барып атам. Ошо бюджеттен ашыкча каражат коротпойлу деген темада. Ошол үчүн айтып атам го. Эми сындагандык туура кабыл алабыз. Биз ошол үчүн жыйналып отурабыз. Мен атайын могу процедураны бир аз сиздердин уруксатыңыздар менен өзгөрттүм, сурандым. Кофе брейктен кийин көбүбүз кетип калабыз, анан вопрос бербей коебуз. Мен жеке жетекчи катарында ар бир маселени угайын деген темада. Анан бул биринчиси эмес, акыркысы эмес. Буюрса көп жолу учурашабыз. Анан дагы бир жолу айтайын, кат жүзүндө да кайрылсаңыздар. Проблеманы айтат экенсиңер, бирок сунушуңарды берсеңер, параллельно жакшы болот эле. Пожалуйста, айтыңыз. Извиняюсь, сейчас чуть добавлю. Вот по поводу бумажных распечатанных справок, сопроводительных накладных, это всех беспокоит. Сейчас ответим на очень важный и актуальный вопрос. Сейчас заканчивается интеграция, уже тестируется. Вот эту справку вы в электронном виде через кабинет запрос отправляете на получение справки, ее в электронном виде получаете. Но пока, к сожалению, необходимо ее распечатывать и отправлять на пост. 3 сервиса разработаны, на Тундуке уже опубликованы, их тестирование уже заканчивается. В ближайшее время, я думаю, пару-тройку недель. Эту справку отпадет необходимость распечатывать и отправлять. Она автоматически будет поступать в кабинет, личный кабинет сводного поста, сопроводительно-накладной. То есть это первый момент. Второй момент. Сейчас пока еще необходимо распечатать электронную сопроводительную накладную. Вы заполняете, оформляете, но все равно распечатываете, все равно везете. Это опять-таки временная мера. Мы планировали это в течение первого квартала отработать все минусы, плюсы, получить замечания, доработать и потом полностью отказаться от распечатанных. Сейчас соответствующее постановление правительства, оно на стадии согласования. Куанышбек с Министерства экономики и финансов может прокомментирует тоже. В соответствии с новым постановлением там предусмотрен полный переход на электронную сопроводительную накладную. То есть вы в системе, во-первых, вы хотите осуществить импорт через кабинет налогоплательщика, отправляете запрос, получаете справку, заходите в кабинет электронных сопроводительных накладных, там автоматически справка появляется. Оформляете сопроводительную накладную, отправляете, все, машина заезжает, наши сотрудники смотрят только по этим справкам. Но чтобы до этого дойти, у нас было желание с 1 января сразу на этот формат перейти, но было бы очень много недоработок, жалоб, потому что сразу такой очень сложный бизнес-процесс. Очень, вот сейчас вот Гульнар Тураровна говорит по поводу гарантийных случаев, да, вот я об этом сейчас первый раз слышу. И таких случаев каждый день очень много таких уникальных бизнес-процессов возникает, где вот у нас разработчики тоже здесь присутствуют. Каждый день система дорабатывается. И мы думали, вот 3 месяца нам будет более чем достаточно получить все замечания, предложения. У нас есть группа в WhatsApp. Еще раз, отправляйте замечания, предложения. Мы все замечания, предложения полностью доработаем эту систему. И полностью у нас в планах есть краткосрочно полностью перейти на электронный формат. Поэтому это мера вынужденная. Еще раз, помните, как раньше было? Мы сейчас больше документов, чем раньше требовали, от налогоплательщиков не требуем. Все данные, которые вот сейчас тоже замечание было вот, по поводу упрощения форм. Да, мы понимаем, но в рамках цифровизации, фискализации должны быть контрольные точки, триггеры. И первая точка, когда товар заходит в нашу страну, здесь мы должны триггер поставить, то есть фильтр, что зашло. И потом дальше прослеживаемость товаров будет осуществляться по тем данным, которые на границе ввели. И здесь данных больше, чем у налогоплательщика на руках, нету. То есть по большому объему вот этих объема товаров, которые большое количество наименований, каждый день там большие поставки осуществляют, реализована функция пакетной загрузки, перечня товаров. Там вот зайдете, есть шаблон, вы в шаблоне из 1С, либо из другой учетной системы выгружаете, и туда автоматом вручную забивать не надо. Она сразу там 1000-2000 наименований, без проблем оно туда войдет. Единственный вот вопрос, сразу предвосхищая по поводу веса товаров. Да, очень много сейчас говорят, вес товаров.
Обязательно, почему обязательно? Сейчас скажу, да, здесь вот, ну, тоже Министерство экономики присутствует. Соответствующее постановление правительства, когда форма сопроводительно-накладной утверждалась, оно проходило общественное обсуждение, месяц висело, мы ждали замечаний, предложения. По этой графе замечаний не поступило. И второй момент, в рамках универсального передаточного документа в рамках ЕС, который рано или поздно реализуется, это будет через год, через два, в рамках ЕС, осуществление поставок между странами ЕС, будет универсальный передаточный документ. Там вес товара есть. Поставщики, вот ваши поставщики, которые с России и Казахстана поставляют товар, говорят, мы вес не знаем. Надо с ними чуть получше отработать, потому что если они такую же поставку делают в России либо в Беларусь, у них уже обязательный вес товара. И поэтому сейчас мы понимаем, что не все поставщики с нашей не хотят, ой, ну, вес товара, и ладно, я лучше туда поставку сделаю. Но мы к этому должны перейти, потому что через год, полтора-два, мы все равно вес товара должны будем в обязательном порядке указывать. Поэтому это такая вынужденная мера, да, так, на план будущего. Включен. Уважаемые участники круглого стола, вот несколько статистику. Все-таки бюджет Кыргызстана всех нас интересует, мы все патриоты, я знаю. Но вот с введением пункта учета ЖД, у нас получается за 3 месяца, за 90 дней, у нас уже имеется информация 9501 вагонов. 9,5 тысяч вагонов раньше на учете, на контроле налоговую как бы отсутствовало. Мы полный транспорт, автотранспорт держали на контроле, ЖД авиа нет. По авиа Манас и Ош 1233 накладных у нас теперь на учете, на контроле. Я просто еще раз повторяюсь, что откуда у нас дополнительные доходы и тому и прочее. То есть я так понял, Куанат Аллабекович вам объяснил, я коротко еще раз скажу, что первые дни перехода на сводный пост фискализации нам приходится на самые-самые короткие сроки одновременно в бумажном носителе оформляться придется. Но оно время носит именно временный характер. Чем быстрее мы автоматизируем, тем быстрее мы уходим от бумажных носителей. Что касается ЖД справка дегендиңиз билесиз, ЖД справкада ал жерде стоимость жоқ болчу да? ЖД документы, которые раньше нам предоставлялось просто так информационно, как мы можем налоги посчитать, если у нас нет стоимости? Согласитесь, зачем такая информация вообще для государственных органов, в том числе налоговой службы? Вот жаңы форматта, там уже имеется стоимость выражения, что создает для вас и для ГНС максимально комфортные условия для начисления налогов. Пожалуйста, вопрос. Добрый день, уважаемые участники. Алтын Ажидар, Терехова Лилия. В данной демонстрационной модели, где указываются виды поставок, виды таможенных режимов, к сожалению, не учтен данный вид как реэкспорт и реимпорт, потому что в процессе жизнедеятельности любого предприятия возникают моменты, когда продукция уходит на выставки, на доработки, на дополнительные услуги. Допустим, у нас крупный бизнес – это обработка валов на Российской Федерации, нанесение новой резины на вал. То есть вал уходит, за услугу оплачиваем, и заходит вал, но уже с новой резиной. То есть по существу товарно-материальной ценности не покидают республику, а возвращаются просто в доработанном виде, услуга, которая оплачивается согласно Таможенного кодекса. И хочу еще подчеркнуть по данному новому документу, когда он вводился как основной документ, где будем учитывать дату прохождения границы, то есть дату налогового обязательства. В принципе, данная процедура отмечалась штампом таможенного органа. В целом этого было достаточно, то есть как-то мы работали все эти годы, войдя в таможенный спектр. На сегодня данный документ, на мой взгляд, вызывает, во-первых, лишний документооборот, если мы говорим о добросовестных плательщиках. Недобросовестные плательщики – это, в принципе, не наша задача, это задача таможенного органа и налоговых постов. В том, что сегодня наши бюджетные организации, к сожалению, не получают дополнительные оплаты от нововнедрения, да, мы можем только повлиять, улучшить свою работу и повысить налоги в бюджет. На сегодняшний момент данный документ учитывает
допустим, пробелы были, когда на бумажном носителе, какой-то водитель занес, какой-то не занес. Сегодня говорим о консолидированном грузе, налогоплательщики встречаются с трудностью, потому что, везя с России какие-то, вот, допустим, мы кубатуру химии завозим, взяли один наш бигбэк этот пластиковый, привезли сюда, он идет тоже с кем-то. Теперь возникает вопрос, а кто заносит эту сопроводительную накладную? Я не могу привезти какую-то одну емкость за несколько тысяч долларов. Вы поймите, это очень сложно. Если говорить о недобросовестных плательщиках, то это, наверное, должен быть отдельный круглый стол. Сегодня сюда пригласили бюджетообразующие компании. Люди, которые... Вот мы говорим сейчас о больших долях импорта, да, о большом объеме косвенных налогов, но у этой медали есть вторая сторона. Наша страна импортозависимая. Это, в принципе, большая проблема для тех, кто живет в этой стране, для тех, кто растит детей здесь и растит внуков. Мы понимаем, что если сегодня меняется обстановка на мировом рынке, то у нас начинаются ограничительные меры. Китай не отправил зерно, эти не дали муку, те не дали химию. Закрыт был Китай, промышленный сектор весь испытывал глобальные проблемы. Это скобы, это все вспомогательные, Россия подшипники. Ничего, к сожалению, сегодня на наш рынок не заходит. Если мы говорим о контрабанде, надо и говорить открыто о контрабанде. Если мы говорим об упрощении работы налогоплательщиков, на сегодняшний момент налогоплательщик отвечает за цифры, предоставляемые в госорганы налоговой службы. На мой взгляд, вот этого электронного формата заявления по косвенным налогам вполне достаточно. Не нужно копировать километр документов, которые потом в конце не входят в формат. Начинаешь его сжимать. К чему? Звонит куратор, вы извините, мне не видно. Я говорю, вам глаза не жалко? Они говорят, а что делать? Мы тоже должны проверять. И мы все с вами видим эти горы бумаги и наших замученных коллег с налоговой. Это нереально. В России есть универсальный документ. Это счет-фактура накладная в одном лице. Он так и называется. Универсальный передаточный документ в левом поле. Все. Наша налоговая была не готова. Он говорит, а почему, а где накладная? Я говорю, это один документ в той стране. Потом еще не предусмотрено в электронном сервере по заполнению косвенного отчета по косвенным налогам, не предусмотрено сохранение. В момент, когда мы сохраняем этот документ, он автоматически уходит в налоговый орган. Бывает, вот мы сейчас наглядно видели, идет медленная загрузка. Когда загружаем XML-файлы, мы не видим, там ничего не крутится. И что делает бухгалтер? Он еще раз нажимает. И потом мы видим в своем налоговом окне несколько форматов загруженного одного и того же документа. Налогоплательщик не может ни просмотреть документ до отправки, ни исправить, ни отозвать, ни удалить ненужный. То есть я считаю, что это колоссальная недоработка программного блока, потому что когда я звонила, я дошла до программистов, я говорю, ну я могу удалить ненужное, ну дайте мне возможность просмотреть, отозвать. Нет, уже ушел, ха-ха-ха. Ну это что? Если мы ставим цель внедрения сопроводительного документа было четкое отслеживание даты въезда. Все, теперь у нас получилось раздельное. Когда идет консолидированный груз, оказывается, датой консолидации является дата передачи по справке грузоперевозчика мне. По сути, право собственности, если переходит ко мне в Российской Федерации, то эта дата вообще ни к чему. Вот пересек груз границу. Просто у нас даже вот такой вопрос был, когда мы поставили на учет по дате пересечения, а дата справки была датой позже на один день. Причем не в пользу даже налоговой, там, копейки какие-то, но неважно. Если мы признаем факт пересечения границы и говорим о принципах идентификации, соответствия и справедливости, справедливо будет, что консолидированный груз перешел, что ЖД-транспорт, что автотранспорт. Почему одна и та же товарная позиция, переходя в консолидированном грузе, она имеет другой объем налогообложения? Это не то, что это даже неудобно для нас, для налогоплательщиков. Вы поймите. Потом, вот вы говорите, что вы хотели бы видеть сопроводительной накладной идентификацию по объемам завозимой продукции. Вы этого не увидите. Вы завезли 60 тонн, и цена за единицу вы поставили, там, допустим, 35 рублей. Ну, грубо.
Но извините, там счет-фактура какая-нибудь будет в 3 простыни, и это будет 55 наименований и объем закупок в графе и того. То есть ваш принцип идентификации в этом случае не сработает. Потому что заходит штука, вот одна счет-фактура инвест, штука, метр, метр квадратный, погонный метр, единица комплект. Их море. Ну, спасибо большое, прошу, вот все налогоплательщики, смотрю, кивали по косвенным налогам. Если будет возможность и бюджет у нашей страны доработать это, этот документ немножко нужно чуть-чуть усовершенствовать. Спасибо, мы большое. тоже киваем, мы тоже соглашаемся. Потому что на самом деле отчет должно быть вообще Я не должна сканировать документы, я должна подтвердить свои цифры, и все. Да, в упрощенном виде, но, пожалуйста, поскольку косвенный налог, мы не должны, уважаемые представители бизнеса, забывать, что это у нас есть, уважаемые партнеры Казахстана и Российской Федерации, куда мы подтверждаем у нас импортно-экспортную операцию по товарным позициям. Правила общие в рамках ЕС. Да, как участник ЕС мы тоже вносим свои же предложения, чтобы, соответственно, и этот вопрос еще Минэкономии на уровне правительства мы еще пересмотрим. Что касается вашего вопроса, для уточнения могу задать вам еще вопрос. Вот если фактуру, электронную фактуру, и сопроводительные накладные, как бы объединить, да? Нет, вы говорите о том, что хотим уйти к унификации, к идентификации документов по Казахстану и по России. В Казахстане идет, что будут обязательно стыковать покупки и продажи. Сегодня уже в налоговом есть такой камеральный отдел, который четко стыкует наш импорт. И если даже там есть рубежные даты, то есть были вопросы, мы подтвердили, что все замечательно, все пришло. То есть это вообще огромные шаги в нашей фискальной политике. Это огромные шаги. Допустим, Республика Казахстан, сдавая косвенный отчет, она не сканирует документы. Она делает выгрузку по счет-фактурам, и все. Там нету этой процедуры. Вы поймите, у крупных компаний увеличивается документооборот. И выросла еще одна единица, которая сидит один раз в месяц и копирует эти бумаги. Потом складывает их, чтобы понятно было. Сначала их надо разобрать, потом скопировать, потом сжать, и потом только загружать или что-то. То есть, если большие форматы в заявлении, то вообще там сжимаешь, вообще налоговики ничего не видят. И вот этот вот пакет оригинала везем, вот, ребят, вот видите, все. То есть мы подтверждаем. Вы имеете в виду отчет 123, да? Отчет по косвенным налогам, да, косвенным налогам, да. НДС на импорт, да. Ну, спасибо вам за конструктивные предложения, мы учтем это в обязательном порядке. Еще раз статистику скажу насчет ЖД. Вот смотрите, ну, цифры есть цифры. В Беловодском 116% темпом роста идет сейчас товар, а Кызылкие 335%, ну 3,3 раза. Что это означает? Когда контроль все-таки ввели в Бишкеке, вообще, ну, уважаемые наши предприниматели уходят в Кызылкию и дальние районы, где у нас еще практически не установлено. Это о чем-то говорит, поэтому всем желаем, чтобы все становились добросовестными, мы должны быть патриотами. Да? То, что вы сказали, очень много, и очень много там есть вопросов, я так и понял. Я собственноручно буду заниматься этим вопросом еще раз. У себя ГНС, Минэкономии и так далее. И спасибо за вопрос. Есть вопрос еще? Пожалуйста. Так, здравствуйте, уважаемые участники. Ну вот как раз по вопросу сопроводительной накладной. У нас такое вышло, не знаю, как у всех, но мы недавно столкнулись с такой проблемой. Факт тот, что, значит, заезжает у нас, значит, товар. А с какой фирмы можете представиться? Фирма Абизов Плюс. Торговая компания Абизов Плюс. Меня зовут Захида Кахарова. Так, у нас заезжает, ну вот, еще мой знакомый передал вот такую вот вещь. Получается, у них зашел груз с Казахстана, материалы они завозят. Завезли, значит, получается, в марте месяце было 3 поставки. Было 12, 18, 26 марта. Зашел груз. Мы его сделали сопроводительную накладную. И сейчас заходим в сопроводительную накладную, опять просматриваем, и у нас выходит 5 завозов. Как это так? Представляете? Было 3. Мы взяли даже акции сверки с той, с казахстанской
поставщиками. Они дают нам, что у нас 3 завоза, да, а вот здесь выходит, что у нас 5. Начинаем проверять, выходит, что 2 поставки создали наши коллеги, это налоговики. Представляете? Даже вот я могу сказать, кто, фамилия там у них и самое. Вот получается, 26 марта зашла груз на $175 материал, а 29 марта Мырза Ашаралиев создает еще такой же документ. Вот, это раз. Потом 18 марта заходит на $493 материал, а Атабек Абладжанович, да, создает еще сопроводительный документ на 493 тенге. Как это так понимать? Откуда так? Я просто в шоке, если честно говоря. А Нет, 26-го зашла, а 29-го... Статус этих 5 сопроводительных накладных какой? Оформленная. У всех 5? Да, у всех 5. Посмотрите, раз так можно, Ну, как смотрите, сейчас, так как сохраняется возможность и бумажно привести сопроводительную накладную, есть импортеры, которые в системе сопроводительных накладных не работают. Они до сих пор, Нет, сейчас я доскажу, Хорошо. есть кто не работает, поэтому они приводят, и на посту сотрудники вручную вводят сопроводительную накладную, которой в системе нет. Такие уникальные случаи сохраняются, мы по вашему случаю отдельно разберемся. Конечно, Но я как говорю, как полностью переход на электронную произойдет, там право у сотрудников оформлять сопроводительные накладные не будет в принципе. Мы и сейчас не хотели давать. Убрать это Но, право. к сожалению, большое количество импортеров в систему сводную посту еще не зарегистрировались и до сих пор продолжают бумажную. Но это не тот случай, я извиняюсь, это не тот случай. Мы разберемся, У этого в человека частности, мы есть ваши электронная данные записали, подпись, мы разберемся. подходит, и мы ему заполняем. И тут выходят вот эти такие ситуации. От этого, по-моему, считаю... Еще есть вопросы? Есть еще один. Еще один, здравствуйте. Еще раз. И смотрите, мы когда даем... 26 марта зашла машина, а 29 уже оставляет... А Атабек 18 марта, он делает 20 марта. 18 зашла машина, а делают ее 20 марта. И то не доллары пишут, хотя у нас договор в долларах, а пишут тенге. Здесь уже вот, четкости, неясности. И по поводу вот декларационной кампании, да, очень бы хотелось, конечно, чтобы ваша программа заработала, очень хорошо было, да. Мы электронный счет фактуры сдавали, очень было трудно, все бухгалтера, я не знаю, здесь бухгалтера тоже есть, представители. Мы сидели ночами и сдавали декларации, счет фактуры, это немножко сложно. Мы сейчас только сидим на электронке, получается. А еще бывает импорт, да, экспорт. Когда у нас приходят наши покупатели и просят срочный счет фактуры, и мы не можем им сразу это выдать, потому что очень долго загружается программа. Пожалуйста, решите этот вопрос. Спасибо. Спасибо. Я вот по декларационной кампании пару слов скажу, уважаемые предприниматели, что 31 числа после 18:00, где-то 56% декларантов сдавали отчеты как в бумажном, так и электронном варианте. Как на это смотрите? У декларантов было 90 дней. Но, к сожалению, уважаемые наши декларанты подходят к налогослужбе не только 31 числа, но и вечером, даже после 18:00. И создают напряжение как в программе, так и даже в единых окнах. Но здесь конечно, я могу сказать, что мы должны еще раз улучшить эффективность работы ГНС, но при этом полагал бы, что и предпринимателям более ответственно было идти. Можно было 1 января сдавать, можно 1 февраля, марта, но почему 31 числа? Почему ночью? После 18. Последние 10 дней марта месяца, с 20 числа, ГНС работала до 12 ночи, вы это знаете. И постоянно мы напоминали, то есть, одним словом, мы проводили медиасопровождение. То есть, не знающих как таковых, я считаю, что не было. Но, к сожалению, ответственность декларантов тоже желает. Что касается того, что вы сказали, вот вы провозили 3 раза товара, но при этом программа оказалась 5, откуда 2 факта. Вот, чем вы сможете коротко ответить, откуда?
В момент, как, скорее всего, я не буду утверждать, скорее всего, когда вы передавали электронную сопроводительную накладную, система была в подвисшем состоянии. Потом, когда система заработала, по истечении какого-то времени водитель или водитель по переданной бумажной сопроводительной накладной поставик, скорее всего, ее добавил сверху, потому что если здесь 493 и здесь 493, злого умысла как бы у него не было. Система первую поданную в электронном виде ее не увидел, и он просто добавил. Но, повторюсь, статус у этих 5 сопроводительных накладных должен быть разный. В вашем случае индивидуально я к вам подойду и разберусь. Отдельно с каждым поставщиком и с вами. Мне сказали, я позвонила, конечно, в отдел мониторинга, и мне сказали, что нужно прийти, донести эти документы и доказать, что мы завезли только 3 машины, а не 5. Такой Я вопрос, сразу что скажу, я что сразу налоговую звонила в службу, налоговую. подайте, Нина, да, нет посещения в налоговую службу даже единое окно. Давайте мы разберемся сразу, да? И не только по вашему случаю, по всем случаям, имеющимся это аналогических случаев, давайте мы по ходу сразу. Ну, одновременно скажу, что вы же слышали, что, может, программа первоначальный электронный вариант не учитывала, не прочитала, а потом пришлось уже фактически по сопроводительной накладной, который представляет водитель, может, там и ввели, но там статус должно быть разное. Что ввел сотрудник, что получила и принимала программа. Пожалуйста. И еще, смотрите, данный ключ или данный доступ в личный кабинет дается сотруднику. К сожалению, он не предусматривает защиту общего блока кабинета налогоплательщиков. То есть сотруднику, у которого должен быть определенный блок, это подача сопроводительной накладной, при наличии данного ключа может рассматривать весь кабинет налогоплательщика. Просим предусмотреть эту защиту и внедрить. Это уже в работе. Пожалуйста, айтыңыз. Мен ойлойм, келечекте дагы азыр могу сопроводилка кирсе, сөзсүз түрдө дагы бир нерсе менен туш келебиз го депчи. Бул биздин сөзсүз түрдө келчү нерсе, биз заявленияны берип атканда кээ бир учурда ушундайга туш келип калабыз да. Мисалы биз $700 алган нерсени кийин айдын аягында бизге поставщик бааны ылдыйлатып берет. Ага биз сөзсүз түрдө кайра счет фактура алабыз да. Анан ошондо сопроводилка менен келечекке айтамда, сопроводилканы көтөрүп чыкканда деген мисалы $700 болсо, кийин бул 650-ге түшүп калышы мүмкүн. Бирок биздики сумма чоң болгондуктан кийин деген бир нече миңге чейин разницасы болот да. Ошону эске алып койсоңор. Там, нет, там же привязка к курсу Нацбанка. Заявление бирдей келбей калат. Сіз айтқан ситуацияны білеміз, біз аны іштеп шығамыз, сіз айтқандай корректировка уже болуш керек. 700-ге келді, а потом 650-ден сүйлөштүңүз, 700-ден салга эсептелип калып атпайбы? Анан тиги бир расчет, разумеется, болуш керек по факту. Так. Да, пожалуйста. Азия бренд, Придихин Виталий, там по самой системе сводного поста хотелось бы предусмотреть, чтобы там был доступ по логину и паролю, просто для обыкновенных сотрудников, которым, то есть как в электронной счет-фактуре. Когда ты заходишь туда со своей цифровой подписью и даешь сотрудникам доступ. На данный момент, как вот сказали, доступ туда происходит только с цифровой подписью. А сотрудников на фирме не только главный бухгалтер, там еще много, каждому цифровую подпись не купишь. Вот, а можете бесплатно взять подпись, не обязательно покупать. Ну, это все равно создает трудности. Гораздо проще, как в электронных счет-фактурах, создать логин, пароль, выдать его сотруднику, чтобы он мог заходить туда и подписывать. То есть, создавая данным образом, ну, это не такой документ, который требуется там какие-то супер передачи, потому что по факту ввоза все равно проверяет налоговик на границе. Вот. Без его конечной подписи товар особо не заедет. Поэтому желательно, чтобы смотрели логин, пароль без хождения. И, потому что сходить сейчас в ГНС, получить, как вы говорите, это просто, это занимает полдня минимум.
В ГРС, не в ГНС. Ну, в ГРС и ГНС, ну, чтобы получить для сотрудника электронную подпись, даже облачную. Ну, это первый раз. Ну, все равно. Ну, последующем такого-то посещения Вот. не требуется. Потом Вы же знаете. там есть выбор товара, загрузка пакетная. Вопросик, если вы предусмотрели какой-то файлик, в котором уже все расписано, где что должно вставать, там есть еще, когда ты этот файл грузишь, выбор по позиционно, то есть код ТНВ подставить. Вы, наверное, никто не пользовались, да? Когда грузишь пакет, он тебе дает, выбери код код ТНВ, это код ТНВ, наименование это наименование, вес это вес. Для чего это сделано, выборка? То есть если вы файл создали, по которому общий этот формат, когда ты начинаешь следующий файл грузить, он обратно тебя заставляет то же самое выбрать. Двойная просто. Ты каждый раз грузишь, и там 10 позиций, которые ты вручную должен каждый раз указать, что ТНВ это ТНВ, номенклатура это номенклатура и тому подобное. Сейчас, если не ошибаюсь, это опять-таки для исключения ошибок, но сейчас разработчики подтвердят. Ну, а для этого вы же дали общий формат файла, как он должен быть выглядеть. И он должен загрузиться полностью. Он должен полностью загрузиться. Зачем этот выбор-то? Потом по поводу веса. Насчет файла можно детали, потому что я вообще первый раз слышу об этой проблеме. Надо изучить. Когда вы файл грузите, он потом выкидывает сопоставление по номенклатуре, ТНВ и тому подобное. Там 8, вот все, что в файлике есть, он это то же самое предлагает потом указать. По сопоставлению полей, и вот теперь, Да. смотрите, если в файле наименование идет точь-в-точь, как изначально шаблону, оно сама сопоставит, автоматом заполнит. Не заполняется в случае, если у вас наименование, ну там бывает, конечно, кириллица, латиница, либо у вас наименование отличается от изначального шаблона. В этом случае идет повторное... Я шаблон же скачал с вашего сайта, я же не сам его заполнил. Я его взял с сайтика, с вашего, туда запил, все. И оно мне выкидывает. Скорее всего, формат ячеек автоматически обновился в вашем Excel. Можем попозже подойти к компьютеру, прямо здесь проверить, как это работает. И по поводу, там еще есть, когда заполняешь сводный этот список товаров, там есть вес. И потом этот вес нельзя ли сразу перенести на первую страницу? Потому что мы там заполнили вес, и потом на первой странице мы тоже этот вес зачем-то вручную забиваем. Для чего это сделано? Оно сделано специально для проверки. Смотрите, у вас есть общий вес в ТТН, да, ну вот товаротранспортной накладной. Общий вес, который должен быть. Вдруг вы забыли по какому товару забить. Соответственно, в начале, когда вы общий вес заполняете, вручную, она сделана специально, чтобы была дополнительная сверка с общим весом по товарам, чтобы было, ну, соответствие, что уверены, что вы не забыли какой-то товар включить. Можно, конечно, автоматом это проверять, но тогда не будет дополнительной проверки, что в основном обычно, наоборот, пользователи просят. Ну, не знаю, мне, например, не очень удобно перекидывать еще дополнительный вес, считать там. Может, я не прав? Не, но общий вес-то вы на первой странице заполняете согласно товаротранспортной накладной. Накладной-то у вас с МРки все равно общий вес есть. Ну, там ничего не указано насчет того, что мы заполняем вес на основании СМРки. А на основании чего заполняется тогда вес в самом списке? Порядок заполнения сопроводительной накладной, там это все детально указано, но она единственная, я так понимаю, должна выйти вместе с проектом решения. И еще вопросик последний. Обмен как в счет-фактуре XML файл. Он будет вообще разработан, чтобы можно было выгружать напрямую из 1С? На сегодня реализована, первая это загрузка потоварная, да, получается, с Excel, и выгрузка в XML формате. Это как раз таки сделано для дальнейшей загрузки в систему 1С, либо другую, любую бухгалтерскую систему. Эта часть уже реализована. Спасибо. Уважаемые участники круглого стола, у нас по регламенту сейчас кофе-брейк, но до того я еще раз хотел мне выразить слова благодарности
то, что вы пришли, принимаете активное участие и даете свои же предложения, замечания, критику. И в итоге, то, что сейчас не озвученным вопросом, вы же знаете, у нас есть WhatsApp групп, да? Групп в мессенджерах. И там вы можете расположить ваши вопросы. Там же в обязательном порядке вы получите со стороны ГНС ответы, практические ответы. И еще раз желаю вам благополучия, удачи, процветания бизнеса и побольше, чтобы вы платили налогов. Удачи вам, здоровья. После кофе-брейка можем вернуться еще, если есть вопросы, еще обсудить. Кофе-брейк полчаса. Ну, тогда, наверное, мы практически на все вопросы ответили, да, если все разбежались. Давайте мы сейчас готовы ответить на вот вопросы технического характера, да. Если есть какие-то предложения, как оптимизировать заполнение, вот как предложение прозвучало, там, логин, пароль или там какие-то графы упростить, по ним мы сейчас можем без проблем обсудить, либо какие-то методологические вопросы, да. Поэтому, раз вы остались, наверное, у вас есть вопросы, давайте не стесняемся, тогда задаем, начинаем. Есть? Может, у вас вопросы есть? Что со связью, да? Коллеги, у вас, может быть, вопросы есть? Нету? Ну, тогда да. Ну. Так, смотрите, когда мы создаем, смотрим у нас в личном кабинете журнал электронных отчетов, получается такая вещь, что вот мы создали документ, сохранили его, да, вот он сохранился, и раз... Нет, не накладные, просто это журнал электронных отчетов, отчеты подоходные. Все. Можно я, да? Получается, мы поговорили о статусе, там есть сохраненные, поданные, да? У меня статус прошел, отправлен на доп. Контроль. Это получается, мы должны что-то изменить или со стороны налоговых органов? Потому что при проверке, как я проверила, заполнила, там все правильно было, и никаких именно в приложении или внутри, если что-то неправильно, можно было бы написать. Доп-контроль — это чтобы вы были в курсе. У нас налоговая, получается, сотрудничает с другими ведомствами. Это может быть ФИТО, либо ветконтроль, либо мобильная группа. То есть доп-контроль означает, что контроль передан сотрудниками налоговой в другое ведомство. От вас ничего не нужно. Ну, там зависит, если это ФИТО, соответственно, обычно ФИТО-сертификат. Но это изначально в товаросопроводительных должно быть. Ну, что за товар был? Сопроводительных, да, там мясные ингредиенты были именно по ветсправкам. Но получается, как они проверят, он будет в статусе оформлен. Да, налоговая, получается, без одобрения ФИТО либо соответствующих ведомств, они не могут, потому что ФИТО, они могут сделать возврат груза. Поэтому заложено, что пока фитосанитар не сделает соответствующую отметку в системе, что он провел контроль, и данные по сертификату не вобьет, налоговая не может оформить. Сроков нету, потому что мы завезли еще в начале, по-моему, в марте, это 15-16, он до сих пор на статусе отправленный доп. Контроль стоит. Сейчас, по-моему, из-за того, что пилотный режим, чуть-чуть с вот этими статусами, по идее, машину не должны отпускать, пока сотрудник иного органа не подтвердит. Но контроль, скорее всего, уже осуществлен, поэтому вы данные оставите, и мы проверим именно вот эту сопроводительную накладную. Я вчера буквально смотрела, там до сих пор отправлено. Данные оставите, чтобы мы посмотрели, да? Контроль, скорее всего, 99% уже осуществлен, скорее всего, просто данные не обновили. И здесь вот мы разобрали ситуацию, вот по случаю вашему, да, 5 там у них разный статус был. Фактически у вас 3 завоза было, и 3 у них статус оформлен, у остальных лишь отправлен статус. Поэтому просто на посту сотрудник, он ту электронную не получил, либо не нашел, поэтому ему пришлось вручную забивать. Поэтому произошло.
Ну, я думаю, что эту функцию надо все равно ограничить инспекторам, потому что так можно очень много чего намолотить. И Мы получается, с там удовольствием. долларовые, тенгевскими вот этими вещами тоже внимательность должна быть с одной стороны. Да. правильно? Безусловно, мы так и хотели, однако сам бизнес нам сказал, многие мы не зайдем сопроводить накладные, регистрироваться не будем пока. Давайте вы отпилотируйте, и потом, когда уже все нормально будет, потом мы зайдем. Но Сейчас мы- тоже по процентам посмотреть, большое количество налогоплательщиков даже не зарегистрировано в системе сводный пост. Они продолжают бумажный также привозить. И им, как ты скажешь, нет, там нас попросили, мы полностью отказали, так тоже. Нет, это четко было заполнено через электронку, сопроводительную накладную. Ну, Это я точно думаю, в знаю. ближайшее время, как постановление выйдет, мы полностью перейдем на электронный формат. Очень хорошо. Будем надеяться. Ну, я думаю, на этом тогда остановимся, да? Ну, Всем последним из Магикан большое спасибо, что остались. Мы на связи, сейчас отдельно поговорим по кабинету налогоплательщиков. Всем спасибо, всего доброго, до свидания.